10 минут. Ну, у меня на 3-4 минуты, конечно. Время там посмотришь сама? Мгм. Ты же спикер. Мы же тебя представляем как лидера, понимаешь? А лидер, он не должен говорить там 3 минуты. Тебе надо расти. Мне сказали 3-4 минуты рассказывать. 10 минут все рассказывают. Или 7-8 минут. 7 минут лидер был красный.
Гульсам алейкум, начинаем? Как? Вы готовы? Да, начинаем. Всем добрый вечер. Всех приветствую на нашем YouTube-канале. Рада, что сегодня столько народу, столько менеджеров нас смотрит и будут смотреть в течение суток. Сегодняшний Zoom посвящен нашему бизнесу, бизнес-платформе компании NL International. Вы уже все знаете. И на сегодняшний Zoom мы пригласили самых таких лидеров, которые получили уже результат благодаря своему труду и которые двигаются дальше, которые строят команды. И эти команды, наши менеджеры получают хорошие зарплаты. А как мы этого добиваемся, что мы для этого делаем? Вот сегодня наши спикеры будут говорить об этом. Все вы знаете, что наш мир, вот я бы так сказала, вы знаете, мир, он изменчив. Все меняется в мире.
вместо на замену старых технологий приходят новые технологии, да, ведь старые направления меняются на новые направления. Традиционный бизнес почему-то переходит в сетевой бизнес, в онлайн-бизнес. И в нашем мире тоже так же. Почему я вот затронула тему традиционный бизнес, и почему я сказала традиционный бизнес, то есть потихоньку переходит в онлайн-режим, переходит сетевой кто-то переходит, да, ведь, потому что, вы знаете, если посмотреть даже по статистике и взять вот период пандемии, который у нас длился, ну, 3-4 месяца, и даже сейчас этот период длится, очень много, хочу сказать, традиционных бизнесов позакрывались, люди остались без работы, люди остались в недоумении, что делать, куда пойти. И вот именно в этот момент, еще раз, сетевой бизнес, онлайн-бизнес доказал, что этот бизнес, он намного в плюсе, намного результативнее, чем традиционный. Во-первых, онлайн-бизнес нам позволяет работать по всей стране. Не только по стране, а по всему миру. То есть все зависит только от человека, только зависит от твоего желания. А если смотреть традиционный бизнес, вот смотрите, что я хочу сказать о традиционном бизнесе. Вот у меня, например, тоже был традиционный бизнес. И на период пандемии мы просто закрылись. И мои сотрудники, например, да, остались без денег, остались без работы. И это вот салон парикмахерская, например, да, не было дохода, а аренду надо платить, налоги надо платить, пенсионные надо платить, и не знаешь, что делать. И в этот момент мне в помощь, конечно же, пришла моя сетевая компания, и это компания No International. Именно в период пандемии наши обороты выросли во много раз. Люди стали заботиться о своем здоровье, это раз, во-первых, да, а люди стали искать дополнительный доход. И вот наша команда, наша компания выросла в разы, потому что люди увидели, что в онлайн-бизнесе, что в сетевом бизнесе есть доход, что здесь можно получить хорошие деньги, что здесь можно построить команду без никакой аренды, без уплаты каких-либо там налогов, пенсионных и всего-всего прочего. Менеджеры, даже новички, в первый же месяц смогли зарабатывать от 25 до 50 тысяч денег. Это очень большой плюс. Плюсы онлайн-бизнеса в чем? Вот для меня в чем, да? Во-первых, я не встаю в 5 утра и не бегу на работу. Я встаю тогда, когда я хочу. Я работаю тогда, когда я хочу и как я хочу. Я строю свою команду с теми, с кем я хочу работать. Этот бизнес, онлайн-бизнес, он мне позволяет, вы знаете, вот позвонить в Турцию, договориться там с менеджерами. Например, вчера я в Украину позвонила, там договорилась с менеджерами, в Беларуси. То есть я могу охватить весь мир, и это очень круто. А если у тебя традиционный бизнес, если у тебя тем более салон парикмахерской или там какой-то магазин, у тебя охват очень маленький. И за это надо еще нести, то есть ответственность. У тебя есть какие-то там, скажем, правила ведения этого бизнеса. У тебя постоянные проверки, у тебя постоянные проверки, то есть налоговая тебя проверяет, полиция тебя проверяет, ты в маске сидишь там, стрижешь маски или в перчатках, или что ты там делаешь, да, ведь в магазине как ты продаешь, в перчатках или в масках ты, а люди в масках даже дышать не могут некоторые, понимаете, и поэтому вот я всегда за онлайн-бизнес. Как я к этому пришла? Я к этому пришла 2 года назад. Вот сейчас я вошла по вкусу. Я поняла, что этот бизнес, он, вы знаете, какой бизнес, могучий бизнес, который мне позволяет работать, зарабатывать вот
всем земном шаре. Это зависит от меня, как я буду работать. Моя зарплата зависит от меня. И пишешь сообщение, приглашаешь людей онлайн. Ты можешь с этим человеком связаться по видеосвязи, по WhatsApp, да, можешь пригласить этого человека в Zoom, и, то есть, вместе с ним уже строить бизнес. Вот сейчас наши технологии, наши новые технологии, они позволяют построить онлайн-бизнес. Так круто, что ты, не выходя из дома, можешь быть рядом со своей семьей, со своими детьми, да, и со своей супругой, супругом и работать. Это очень круто, очень классно. И что хочу сказать. Наша компания Now International, вот вы сегодня все смотрите наш канал, и вы знаете, что, естественно, мы приглашаем всех, кто хочет зарабатывать, кто хочет заниматься онлайн-работой, онлайн-бизнесом, бизнесом в Инстаграме. И да, сегодня мы будем приглашать, призывать наших будущих менеджеров, которые вот сегодня пришли, сегодня смотрят нас, да, наших уже менеджеров, которые состоялись в нашем бизнесе, укрепиться, потому что компания NL International, как никто другой, платит деньги из 4 источников дохода. Представляете? 4 источника дохода. Это очень круто. Ни одна компания столько денег своим менеджерам не платит. Это проверено, это уже как бы просмотрено. После просмотров многих маркетинг-планов, после изучения рынка мы пришли к этому выводу. Да, у нас есть обучение, как работать пошагово. Мы ведем каждого менеджера, работаем индивидуально. У нас цель, чтобы каждый человек, каждый менеджер, приходящий в нашу компанию, естественно, это зависит от его желания, от его поставленных целей, зарабатывал, чтобы он не говорил, что здесь нету денег, а все это зависит от человека. У нас очень крутые чаты по работе с возражениями, очень крутой чат. Вот 17 числа, я уже вперед побегу скажу, 17 числа у нас намечается мощнейший вебинар с башкирской командой. Там у нас башкирская команда, они дают такие инструменты продаж, как продавать, что предлагать, как предлагать. У них потому что очень такие обороты мощные, и вот 17 числа они будут делиться именно со своими инструментами, со своими фишками, и это очень круто. И еще что хочу сказать, каждое обучение, оно дает, вы знаете, свой продукт, я так скажу, не побоясь этого слова. И вот у нас была школа для мастер-элитов. И эту школу проводили наши вышестоящие наставники, это Алексей и Виктория Чурсины. Что дала нам эта школа? Эта школа, например, мне еще раз дала понять, что онлайн-бизнес – это круто, что онлайн-бизнес – это твоя свобода, онлайн-бизнес – это твоя семья рядом, это твои дети рядом. И онлайн-бизнес дает тебе возможность построить команду по всему миру и получать хорошие доходы. С каждой школы, с каждого вебинара, с каждого мастер-класса мы уносим с собой очень большой багаж. И вот этот багаж, этот заряд нам помогает, работать, продвигаться и вести за собой вот крутую, огромную команду. Вот сегодняшние спикеры, вы знаете, они все состоявшиеся спикеры, лидеры своих команд. У всех за спиной большая команда, а вот эта команда пришла на лидера, эта команда пришла в нашу компанию, в наш бизнес. И, естественно, еще раз повторяюсь и повторюсь, что наш бизнес, он реально очень крутой. И в нашем бизнесе, онлайн-бизнесе, в сетевом бизнесе все зависит только от человека. И если ты готов работать с нами, если ты хочешь улучшить свое финансовое состояние, не выходя из дома, работая дома, имея телефон, имея компьютер и
ресурс времени, ты тогда сможешь построить такую мощную команду и зарабатывать такие классные деньги. Это здорово. И вот сейчас я хочу предоставить слово следующему спикеру. Это Марат Рафаэльевич Фазлыев, спикер с большим стажем руководителя. О нем, если вы посмотрели ролик, было все написано. На сегодняшний день этот человек работает, строит свою команду в нашей компании, в нашей мощной компании NL International. И я сейчас предоставляю ему слово, и думаю, он сам все скажет. А вы посмотрите ролик, кто он и что он. Гулисан Маликовна, Бигзор Ахмад, спасибо огромное за такую промо. Так, надеюсь, меня слышно, видно, да, надеюсь, я появился на ваших экранах. Меня зовут Марат Фазлыев, еще раз скажу. У меня своя строительная компания, чуть-чуть о себе расскажу, да, я никогда не работал в найме, я всегда был предпринимателем, так скажем, с 20 лет. И у меня сейчас основной заработок, это был до этого строительной компании, строили дома, это промышленные какие-то здания, да, металлоконструкции. Из традиционного бизнеса что могу сказать? Было очень много бизнесов, рекламная кампания, было металлоконструкция производства, было производство окон, чем только не занимались, производство, продажа дверей межкомнатных, и торговля была в том числе. Друзья, что хочу сказать сегодня, да? Сегодня я задал вопрос, у меня рядом компьютер рабочий стоит, я задал вопрос публике, которая сегодня нас смотрит, чем кто занимается. Я здесь не услышал ни одного, увидел только одно ИП. Я задал вопрос, чем вы занимаетесь, какая у вас профессия. Тут есть и мерчендайзер, и мама в декрете, и воспитательница, кого только нет, инженер среди вас, так ведь. Моя сегодняшняя тема – это актуальные варианты бизнеса в кризис. Да неважно, кризис это или нет, вообще хотелось бы рассмотреть какой-то вариант бизнеса, например, что подходило любому человеку. Почему я задал этот вопрос для вас, да? Я хотел понять, есть ли бизнесмены, предприниматели с опытом или без опыта, возможно, какие-то были у вас движения в этом направлении. Смотрите, будучи практикующим предпринимателем, бизнесменом, да, я четко сейчас знаю, могу сказать, почему я здесь нахожусь, в этой компании. Представляете, да, чтобы открыть какой-то бизнес, вот до открытия бизнеса, давайте начнем с того, что всегда везде слышим финансовую грамотность, так ведь? Откуда же это взялась такая грамотность финансовая, все стали грамотные, везде пишем, везде рекламируются какие-то тренинги, научим зарабатывать, там, приезжайте, обучим, обучение какие-то, да, люди покупают, проходят, стартапов очень много. Но многие ли зарабатывают деньги, вопрос задается. У многих ли получается? Если смотреть Инстаграм, сейчас, конечно, такое затишье больше, очень много последние годы стало такой успешный успех. Все, наверное, замечаете, да? У всех все получается, у всех красиво, красивая жизнь такая, да, хорошие машины. Но никто не знает за спиной за этими людьми, что стоит, какое у них финансовое состояние на сегодняшний день. И поэтому я хотел бы вот осветить вот эту тему. Что касается финансовой грамотности. Друзья, чего же нам не хватает, так ведь? В первую очередь мы должны понимать. Мы четко знаем, сколько зарплаты у нас есть, какую зарплату мы получаем на следующий месяц, если мы в найме работаем, да, на следующий месяц что будем получать, через месяц что будем получать, да. И нет никакой гарантии, сколько мы здесь проработаем, сколько лет, сколько месяцев. И никто не знает абсолютно. У всех какое-то беспокойство насчет этого, и все параллельно ищут какой-то доп. Заработок. Сейчас в интернете этой информации тоже огромное количество. Что хочется сказать. Но все ли интернет-ресурсы, которые говорят там, вот, доп. Заработок, приходи к нам, давай заниматься бизнесом, я тебя научу, везде ли можно зарабатывать деньги? Я скажу нет, друзья. Будучи за спиной огромные, столько лет бизнеса, да, такой опыт, я сейчас не рискнул бы начинать какой-либо бизнес, тем более традиционный.
Представляете, да, вы же, наверное, сидите дома, не знаю, кто-то с мужем, кто-то с женой, да, рассчитываете свой семейный бюджет, записываете, какие у вас расходы ожидают, еще там подрастают дети, да, кого-то учеба, вот сейчас 1 сентября будет, это покупка портфеля, там, учебников и одежда, соответственно, ребенку. Все это определенный бюджет семейный, так ведь? Все понимаем, сколько это денег пройдет, ну, на это надо будет. Вот здесь один пишет, ИП 11 лет торговля. Это отлично, хорошо. Смотрите, я всегда думал, что вот я сейчас займусь одним бизнесом, как бы, да, вот я выберу одно направление и буду этим заниматься всю жизнь. Друзья, настолько бывает, что в России тем более кризис за кризисом, поэтому нам всегда сложнее как бы вести свой даже традиционный бизнес. И если, имея даже за спиной какой-то опыт, имея даже какие-то финансовые, так скажем, запас, и все равно становится сложнее. Возвращаясь к тому, что финансовое, вот семейное какое-то благополучие, так ведь мы расписываем, на что нам надо будет тратить на следующий месяц, через месяц там какие затраты нас ожидают. У кого-то есть ипотека, у кого-то есть кредиты дополнительные. Это сейчас, наверное, у большинства народа, у большинства людей есть. Многие ли рассчитывали, вот они считали, да, ипотека, если у человека есть, многие ли провели такое мероприятие, так скажем, расчет ипотеки на, если человек берет на 10 лет, когда, интересно, он закроет эту ипотеку, когда он сможет позволить себе при этой зарплате какой-то отдых, или там, например, купить себе машину, поменять машину, да, улучшить свою жизнь. Друзья, если написать все это, нарисовать на чистой бумаге, лист бумаги взять, мы видим, что это еще не скоро будет. Поэтому люди все больше кредиты берут и на это стараются жить, поддерживать свой уровень жизни. Но обманывать себя так ведь не надо. Надо четко знать, куда мы идем. Почему я говорю? Поэтому человек начинает искать какие-то дополнительные заработки. Так ведь? Открыть традиционный бизнес, представляете, сколько затрат надо. Вот актуальный вариант бизнеса, возвращаясь к нашей сегодняшней теме, что мы можем открыть? Сами представьте, какие варианты есть. Что мы можем начать? Если даже у нас есть какой-то начальный финансовый, например, для вложения деньги у нас есть, но что на это можно организовать? Как мы можем быть уверены? Как Гулиса Маллингтон сказала, что будучи даже парикмахерской, не знаю, салон красоты, вы зависите от трафика, который проходит мимо этого здания, где вы находитесь. Так ведь? У вас нет, вы не можете с другого конца города приглашать людей в вашу парикмахерскую. Для этого огромные, не знаю, ресурсы нужны, огромный маркетинг нужен. Это знание еще маркетинга. Тут ведь еще не просто организовать какой-то бизнес, тут определенные знания нужны, опыт нужен. Без опыта 100% скажу, если вы запланируете какой-то бизнес начать, то это не просто потеря денег, это потеря огромных времени, ресурсов, это энергии, нервы. Все можно перечислить. Поэтому актуальность бизнеса и почему я здесь, друзья. Я здесь что вижу, да? Вот этот бизнес дает нам гарантию. Никакой традиционный бизнес не может дать гарантию. Представляете, здесь мы находим какое-то спокойствие для души. Спокойствие в каком смысле? Мы начинаем зарабатывать деньги, мы строим команду, мы уверены уже в следующий, в этот месяц у нас в команде 20 человек, на следующий месяц больше становится, мы уверены в следующем, как же мы будем зарабатывать в следующий месяц. Мы можем хотя бы что-то планировать, так ведь. Тем более сетевая компания, сетевой маркетинг, это единственное, конечно, не все. Это сейчас единственный бизнес, наверное, который стоит действительно настолько устойчиво, себя чувствует, хорошо чувствует на рынке, потому что все подвязано на человеческих отношениях, на доверии, на рекомендации. Потому что здесь продукции продвигается путем рекомендаций друг другу. Так ведь? Это имеет огромную силу. Я всегда повторяюсь, то, что люди, НЛ-компании могли бы выбрать путь, заключив договор с какой-то продуктовым магазином и продавать свои касающиеся продуктов питания, товары через эти сети «Пятерочка», «Магнит», так ведь, они выбрали сетевой маркетинг, потому что это действительно доверие друг к другу.
по-другому. Это люди рекомендуют друг другу продукт, которым они сами пользуются, которые получили какой-то эффект, пользу от этой продукции, да, и поэтому они готовы рекомендовать. Тем самым есть у людей возможность построить этот бизнес, создать свою команду. Поэтому актуальность этого бизнеса огромная. Поэтому, друзья, правильно надо сравнивать, правильно надо смотреть на вещи. Когда мы говорим, например, открою сейчас бизнес, вот сейчас начну, вот на следующий день, там вот я уже получил какую-то информацию. Да нет, подводных камней огромное количество. Здесь у вас, кроме затрат своего времени, да, трат времени, никаких вложений, ничего нет абсолютно. Представляете, да? И поэтому без вложений, без потерь, который дает спокойствие, определенное спокойствие, потому что этот бизнес можно строить годами. Это семейный бизнес. Какая у вас структура, пишут мне? Какой отдых? Иногда дышать даже тяжко, столько кредитов. Действительно, друзья, вот ваши комментарии я читаю, просто у меня есть такая возможность. Это ведь у всех такая ситуация, так ведь? Поэтому здесь нарастающие, еще что скажу, это нарастающие прибыли. Это каждый месяц вы можете увеличить свою прибыль. Друзья, я еще эфир, наверное, вернусь. Гульсам Аликовна, давайте передадим слово следующему спикеру, так ведь? Да. В конце я еще Спасибо. расскажу, продолжу тему. Да, спасибо. Все, отлично. Спасибо большое за такую подробную информацию. Думаю, всем нашим участникам, кто нас смотрит, очень интересная тема была. Ну а сейчас я хочу передать слово спикеру, который уже в течение более 20 лет руководит большой корпорацией, где работает там главным бухгалтером в Ульяновске, город Ульяновск. И в компании NL International также этот человек добилась хороших результатов, стала лидером. Это наша Алиуллина Фарида Ильдусовна. Фарида Ильдусовна, слово вам, пожалуйста. Спасибо большое, Гульсам Аликовна. Спасибо. Мой вопрос, как выйти на доход за короткий период. Для этого в компании NL International есть все инструменты. Первый инструмент – это наш продукт, который является фундаментом нашего бизнеса. Вся продукция компании NL International направлена на улучшение качества жизни, здоровья и долголетия. Наша продукция имеет международный сертификат качества ISO 22000. Также наша продукция имеет сертификаты халяль. Вся продукция собственного производства совместно с мировыми брендами в области фармакологии и другой продукции. Если взять биологически активные добавки, то основным партнером компании является лидер фармакологии Мартин Бауэр Групп. Что хочу сказать, у нас более 300 наименований продукции. Вся продукция считается экологической. Есть функциональное питание, рынок функционального питания, это Energy Diet Smart, и есть спортивное питание, есть детское питание, есть продукты, которые связаны на улучшение нашего здоровья. Это наши биологически активные добавки, это композиции, экстракты трав, направленные на улучшение нашего здоровья и всего организма. То есть здесь идет уже продукция на поддержку и профилактику нашего организма. Есть у нас также уходовая косметика, есть декоративная косметика, которая производится совместно с Италией и с Германией. Есть у нас инновационные средства для уборки и для
Не уборки, ну, для уборки, то есть это для мытья посуды, для стирки, для уборки дома, то есть различного вида продукции для уборки наших повседневной жизни, то, что мы пользуемся, той же мебели, той же посуды, для стирки белья. Все у нас это есть. Что хочу сказать, вот наряду с продукцией, которая у нас очень высокого качества, очень результативная, в нашей структуре также на основе данной продукции активно ведутся проекты. Проекты правильного питания, проекты по очищению организма. В последнее время активно начала работать социально значимый проект, и это профессиональное долголетие. Здесь уже стоит на основе, опять-таки, правильного питания, также стоит на основе чистая вода. У нас, кстати, новинка вышла, регулятор воды, pH-баланс. Также здесь идет у нас применение биологических активных добавок и физические нагрузки. Различные биологические активные добавки направлены на поддержание, именно на поддержание нашего организма. Это уже идет натуропатическое направление. Это наша профилактика без уколов, без инъекций и без химии. Что еще хочу сказать? Вторым инструментом, еще в этом году у нас активно вошел на наш рынок адаптогены. Это биотюн и биодрон. Очень результативные продукты, которые в последнее время, начиная с февраля и апреля месяца, дают нам очень большие товарообороты. Что хочу сказать, что сертифицированная продукция, такая как компания Enel International, на российском рынке занимает не более 5%. И, как правило, эта продукция очень дорогая. А продукция компании Enel International направленная на среднестатистического покупателя. Здесь идет соответствие цены и качества. Второй у нас инструмент – это наш маркетинг-план. Действительно, наш маркетинг-план очень жирный. Здесь 4 источника дохода. Правильно сказала Галюся Маликовна. Первый источник дохода нам платит бонус за личный оборот. То есть мы получаем вознаграждение от потребления продукции. Мы инвестируем деньги в собственное здоровье и при этом получаем деньги. Также личный оборот входит в то, что мы рекомендуем нашим клиентам, нашим близким и родным людям, всему нашему окружению. Вторая выплата – это бонус наставника. Понятное дело, да, что в сетевой компании мы приглашаем единомышленников. И за каждого активного менеджера в первой линии компания нам платит вознаграждение в размере 840 рублей. Есть также выплата бонус наставника премиум. За ежемесячное вовлечение и активацию новых менеджеров компания нам тоже платит вознаграждение в зависимости от количества вовлекаемых людей. От 3,5 до 17,5 тысяч рублей. Четвертый источник дохода – это компания нам платит за групповой оборот. Здесь уже у нас идет вознаграждение в зависимости от нашей квалификации. Тоже очень хорошие выплаты получают наши менеджеры. По итогам работы за месяц, исходя из нашего маркетинг-плана, вот если вы примете решение, если здесь есть
люди, которые заинтересованы в бизнесе NL International. Если сегодня вы зарегистрировали контракт, к концу месяца спокойно можно выйти на доход от 15 до 24 тысяч. Есть также у нас очень активные менеджеры, которые приходят в нашу компанию и за первый же месяц получают до 100 тысяч рублей. Четвертый инструмент компании NL International – это система обучения. Что я хочу сказать? Что компания NL International первая в России запустила школу сетевого предпринимательства. НБС называется. Это образовательная онлайн-платформа для партнеров компании, которая нам помогает разобраться с продуктом, с бизнесом и стать еще успешнее. Кроме того, что есть обучающая школа, у нас также есть и телеграм-каналы, и обучающие чаты. Они у нас очень интересно сформированы. То есть на начальном этапе обучение идет для новичков, и по мере закрытия квалификации более сильное обучение дается нашим менеджерам. Очень часто, вот как Галюся Маликовна нам озвучивала, у нас бывают школы для мастер-элит, для мастеров. Вот в этом месяце мы работаем со своими менеджерами, чтобы попасть на школу обучения мастеров, которые будут нам проводить наши вышестоящие наставники Виктория и Алексей Чурсин, которые в бизнесе работают уже в партнерстве с компанией NL International более 19 лет. В феврале 2001 года нашей компании будет 20 лет. Очень интересные вебинары, очень интересные квесты у нас проходят, очень интересные открытые и закрытые события, все направленные на обучение. То есть здесь человек, когда приходит в нашу структуру, именно нашу структуру, в нашу команду, он получает уже новую профессию. И здесь инвестирует опять свое же время для получения новой профессии. То есть здесь идет сначала инвестиция в здоровье, инвестиция в свое развитие. Очень интересно, конечно, здесь работать. И четвертый источник у нас, и четвертый инструмент у нас – это бизнес-сопровождение. Что хочу я сказать, что используя все эти инструменты, за короткий срок можно выйти на хороший доход. Тем более наши наставники работают с нами по системе 24/7. У нас очень активно развита система работы с менеджерами, особенно с новичками. Мы с ними стараемся работать индивидуально, то есть индивидуальный подход к каждому менеджеру. Очень сильная структура, очень сильные наставники, очень сильные инструменты. Мы доставляем, например, помогаем увеличить товарообороты наших менеджеров. Это опять идет в плюс для получения доходов, как доставка. Доставка по регионам, где осуществляет деятельность наши менеджеры. То есть за эту доставку наши менеджеры ни копеечки не платят. Это тоже большой жирный плюс в нашей работе. По данному вопросу я вам завершила свою тему. Хочу передать слово. Что такое остаточный доход? Слово я даю Раисе Хафизовне. Это тоже у нас основной лидер структуры Рузели Гумеровой, которая очень активно себя проявила и быстрыми темпами вышла на большой доход. Она у нас преподаватель английского языка. Раиса,
тебе предоставляем слово. Спасибо огромное. Добрый вечер всем. Сегодня я хочу поработать с вами на тему то есть меня зовут Раиса Хафизова, и я менеджер компании НЛ в квалификации «Звезда Про». Сегодня я хочу с вами поработать на тему, существует ли вообще в сетевом маркетинге остаточный доход, и есть ли остаточный доход в компании НЛ. Дело в том, что человек начинает заниматься бизнесом, и он чувствует свободу, то есть и не ходить. Может, думает этот человек. Но со временем этот человек осознает, что этот кайф продлится. Я наблюдаю за лидерами, которые зарабатывают большие деньги, ездят на дорогих автомобилях, часто путешествуют. Для многих такая жизнь просто мечта. Но при всем этом они не имеют бизнес, а бизнес их имеет. Нет настоящей свободы. Они не могут уехать отдыхать, например, на 2-3 месяца и забыть о делах. Я имею в виду совсем забыть и совсем ничего не делать. То есть они вынуждены постоянно быть на связи, торчать в командных чатах и мотивировать своих менеджеров. Им приходится открывать и закрывать месяц, колесить по регионам с выступлениями, заниматься своими страницами в соцсетях, то есть бесконечные сторизы, фото, видео, мотивационные посты. Они говорят, что такой образ жизни им нравится. Я в это не верю. Человек не машина, и оно не может долгое время находиться в состоянии активных действий. То есть рано или поздно устаешь от однообразной рутинной работы. Так вот, есть и другие сетевики, такие, которые живут по-настоящему свободной жизнью, которые могут отдыхать, не думают о работе, то есть могут все забыть и уехать, например, на 2-3 недели отдыхать, и таких очень мало. При этом их доход не падает и продолжает поступать каждый месяц, и они имеют стабильно высокий остаточный доход. Давайте же посмотрим, что такое остаточный доход. То есть остаточный доход в сетевом маркетинге все-таки существует. Обещать его может каждая сетевая компания, но реальность такова, что в 99% компаний остаточный доход невозможен. Остаточный доход – это не количество денег, это механизм, который долгое время обеспечивает нас деньгами за когда-то проделанную работу. Даже если это $500, но мы не прилагаем усилий для их поступления. То есть это вот именно остаточный доход. Есть 5 ключевых факторов и условий, от которых зависит остаточный доход. Для себя я давно определила, что сетевой маркетинг – это самая эффективная модель создания того самого механизма, который позволяет получить много свободного времени, обеспеченного деньгами. Не просто заработать, а выстроить сеть, которая будет приносить реальный остаточный доход. Первое условие – это большое количество постоянных клиентов сети. То есть клиенты – это покупатели продукции компании, которые не участвуют в распределении дохода от ее продвижения. То есть это те люди, которые с удовольствием несут деньги в наш магазин снова и снова, получают взамен качественную продукцию и персональный сервис. Открою вам секрет. Да, у вас могут быть такие сильные лидеры, да, даже в нескольких поколениях, но это не приведет вас к стабильности бизнеса. То есть, например, вы решите отдохнуть, уедете куда-нибудь, да, и за вами потянутся эти лидеры отдыхать. То есть они могут даже уйти, некоторые со своей структуры могут уйти, и у вас пропадет квалификация, упадет товарооборот. То есть
то есть у вас вы потеряете как бы доход при всем этом, да? А теперь представьте другую картину, другую ситуацию, да? Если у вас, если значительная часть вашей структуры – это клиенты, которые просто ходят в магазин за продукцией, которая им нравится и которая дает результат. Как вы думаете, им важно, где вы сейчас находитесь? Конечно же нет. Они будут по-прежнему ходить в магазин за привычными продуктами, будут с удовольствием тратить деньги и создавать вам товарооборот, не желая при этом зарабатывать. То есть постоянные потребители, кто это? Постоянные потребители – это клиенты, которые периодически совершают покупки в вашем магазине. Не обязательно каждый месяц, не обязательно на большую сумму, пусть даже 2 раза в год, но они возвращаются снова и снова и делают вам товарооборот. Да, выстраивание отношений с клиентами – это долгий процесс. С ними нужно поддерживать связь, иногда напоминать о себе. Но ведь чтобы построить огромное, большое здание, тоже нужно долго и усердно работать. Для начала нужно заложить фундамент прочный, да? И сетевой бизнес – это не бизнес другой планеты. Он подчиняется тем же экономическим законам, как и любой, например, ресторан, автомойка, салон, например. Да? Стабильность любого бизнеса определяется постоянными клиентами, и вы должны научиться, мы должны научиться находить клиентов, выстраивать с ними отношения и научить этому своих менеджеров и партнеров. То есть это стабильность, это залог стабильности вашей сети на долгие года. Смотрите, партнеры – это развитие, расширение географии бизнеса, да? А постоянные клиенты, именно клиенты – это стабильность. Именно они наполняют сеть товарооборотом. Вот представим дерево. То есть ствол и ветки – это вы и ваши партнеры, то есть менеджеры, а огромные кроны из листьев – это клиенты. Хотите остаточный доход? Значит, необходимо, чтобы у каждого вашего менеджера были десятки таких потребителей. Тогда они будут по-настоящему ключевыми людьми и с высокими стабильными товарооборотами и доходами. Мне тоже, как я только пришла в компанию НЛ, я тоже так же думала, выстрою, то есть первую линию, подпишу 5 человек и буду делать бизнес, буду делать большие деньги. Но я сильно ошибалась. То есть в такой сети нет стабильности. Когда нет клиентов, то есть может быть однажды в одном месяце, то есть в первый месяц там может быть у нас товарооборот очень высокий, но на следующий месяц мы уже не можем иметь такой товарооборот. То есть стабильность появится только тогда, когда более 95% оборота сети будет приходить от покупки клиентов, ну и все остальное зависит от партнеров. Итак, есть еще 2 важных момента, то есть 2 условия, да, это продукт и инфраструктура компании. Для создания стабильного товарооборота нужно, чтобы потребители пользовались продуктом по собственному желанию, то есть нужно, чтобы они хотели употреблять этот продукт, чтобы они получали результат от этого. И есть основные требования к продуктам. Например, продукт должен быть качественным. То есть по поводу качества, думаю, все понятно, да? Некачественный продукт клиенты могут купить лишь 1 раз. Дальше они уже не будут покупать у нас. И о каком продвижении, о каком бизнесе, о каком остаточном доходе тут и речи быть не может. Второе. Товар должен быть расходуемым. То есть у нас все товары, то есть для каждодневного потребления. Моем волосы, чистим зубы, коктейль пьем каждый день. То есть мы каждый день употребляем, используем эти продукты. То есть у нас все совпадает, да? И дальше конкурентный по цене. То есть когда мы предлагаем клиенту продукт, мы должны рассказать о цене и ценности. То есть в этом случае мы
можем показать, что у нас конкурентная, то есть продукт конкурентный по цене. И я думаю, что наш бизнес отвечает вот всем этим требованиям, про которые я говорила. И еще про инфраструктуру компании. Смотрите, современный клиент стал гораздо требовательным к сервису. То есть важно, чтобы инфраструктура отвечала всем этим требованиям. Вы только подумайте, да, если мы будем заниматься физической доставкой продуктов, например, да, а у нас все круто, все продумано. Есть у нас курьерская служба, есть доставка, есть офис, есть магазин. То есть любой каприз, да, все удобства для клиентов и менеджеров у нас созданы. И дальше, четвертое условие для создания остаточного дохода в сетевом маркетинге – это компания, с которой вы сотрудничаете, должно быть клиентоориентированным. То есть все интересы клиента у нас, то есть в компании должны быть интересы клиентов превыше всего. Со стороны это выглядит как обычная компания, например, которая реализует свои товары. Никакого яркого пиара, например, никаких таких показателей высоких доходов, красивой жизни. То есть у нас вы никогда не сможете там по телевизору в каких-то там стендах увидеть рекламу про нашу компанию. То есть нигде его нет. То есть есть клиенты, есть менеджеры, есть компания, и все. Нигде это не афишируется. И пятое условие – маркетинг-план, где вы можете увидеть 4 источника дохода. То есть ни в какой сетевой компании этого нету. И вот это все, да, вот это вот все эти 5 условий, 5 факторов, про которых я говорила, это все у нас есть в нашей компании. То есть я прям вот с удовольствием могу сказать, да, что это все есть в нашей компании, и в нашей компании существует остаточный доход. То есть существует остаточный доход. И хочу вас... немножко растерялась. И я очень горжусь, что я работаю именно в этой компании, именно в этой структуре, именно с такими наставниками, потому что у нас есть все для развития менеджеров, все для клиентов. И еще хочу позвать всех, пригласить всех, да, когда я вам рассказывала про клиент, про товарооборот, да, у нас есть такая вот структура Гульназ Асаевой. Эта структура делает большие товарообороты. И вот именно структура Гульназ Асаевой 17 августа приглашает нас на обучение. То есть именно они будут обучать нас, как продавать, как они делают, то есть делиться фишками, как они продают, как они то есть делают такие большие товарообороты. И это, знаете, кто сделает 200 PV по итогам августа, все эти менеджеры попадут в это обучение. Заканчиваю свой рассказ про остаточный доход. Я хочу всем пожелать успехов, всем больших чеков, и всех, вот, кто хочет вступить в наши ряды, приглашаю вас в наш бизнес, в нашу компанию. Я вот 100% уверяю, что вы не пожалеете. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Раиса. Очень внимательно мы тебя слушали. Очень хорошо ты преподнесла нам информацию. Ну а следующий наш спикер раскроет тему дополнительного заработка. Это Рамиля Антонова, лидер очень высокой квалификации ТТ-1. Она наша поэтесса. В данный момент она мамочка в декрете, но несмотря на это, с маленьким ребенком она достигла
очень высоких результатов. Рамиля, тебе слово. Всем добрый вечер. Фарида, спасибо за такое представление. Прям аж мурашки по коже. Сразу же извиняюсь за мой русский. Я татарка, я поэтесса, по-татарски только пишу, поэтому учусь разговаривать по-русски, и она учится всему. Хочу сегодня рассказать немножко о себе, и я думаю, вот из этой истории как раз-таки многие из вас узнают, себя вспомнят вот из моей истории. Когда я была студенткой, я получала стипендию 12-15 тысяч, хорошо училась, прям президентскую стипендию получала, но этого, конечно же, не хватало. И я всегда за дополнительным заработком ходила либо оператором на телефоне, работала холодными звонками, там 3-4 часа работаешь, и какие-то тебе деньги платят. Работала, помню, полгода, что ли, или год работала продавщицей в магазине автокресел, тоже там по вечерам только после учебы работала, и сколько-то тебе денег платят. И это был для меня дополнительный доход. И именно этот дополнительный доход я тратила только на дорогу, например, либо, например, я несколько месяцев подряд копила и купила себе телефон, либо помогала там немножечко родителям. И вот так в студенческие годы, так скажем, подрабатывала. Дальше уже, когда после студенческих годов вышла замуж, я устроилась в санэпидемстанцию и уже начала писать стихи. Уже вот эти стихи для меня это было, с одной стороны, хобби, но с другой стороны, это был дополнительный доход. Именно такой доход, который, вот пишешь стихи, и на эти же деньги пошла, например, в магазин, что-то купила. И это тоже как будто бы подработка, да, ведь для меня это было в то время еще заказов было мало, Инстаграма не было, ничего не было, обо мне еще только вот сарафанное радио, только вот так сейчас уже пошли постоянные клиенты, тогда еще обо мне никто не знал, и вот это была подработка, дополнительный доход. А когда родился ребенок и осталось жить только на декретные деньги, это было 4600, и, конечно же, стихи меня выручали, но денег не хватало, потому что у нас ипотека была, и есть она до сих пор, хотя уже немного осталось, кредит был, зарплата мужа вся уходила вот на эту ипотеку, и я стала искать работу, чтобы после декрета, во-первых, не хотелось возвращаться в санэпидемстанцию, во-вторых, хотелось уже зарабатывать в декрете. Я думала, что сейчас я найду какую-то подработку, чтобы заработать себе дополнительный доход. Вот так я пришла в компанию NL International, и передо мной сидела чудо-женщина, огонь, Резда Ильевна наша. Когда она спросила меня, сколько хочешь заработать, я ответила 1010, если доп. Заработка у меня будет, то нормально. На что она мне ответила, у нас нет дополнительного дохода. Если ты придешь на дополнительный доход, то ты тут бизнес не построишь. Тебе надо прийти на второй источник дохода. И я тогда вообще не понимала, о чем идет речь, но вот сейчас я осознаю, если вы приходите на маленькие деньги, как будто НЛ вы воспринимаете как подработку или как дополнительный доход, конечно же, вы, конечно же, получите этот дополнительный доход, подработку вы получите, но и вот такие маленькие эти деньги будут. Если уже вы рассматриваете НЛ как, уже у кого-то второй, у кого-то третий, да, ведь еще один источник дохода, то вы уже здесь будете работать как в основной работе. Будете также каждый день понемножку шагать вперед, также будете воспринимать это не как подработку, а как основную работу, и у вас будут такие же уже деньги.
Что я хочу сказать? Самое главное в нашем бизнесе – это, конечно же, обучение, это, конечно же, слушать наставников, это, конечно же, работать по системе, про которую уже сегодня тоже рассказывали, да, ведь всеми инструментами пользоваться, и вот тогда будет рост. Вот только что Раиса нам рассказала, да, ведь про двухсотников. Для двухсотников у нас будет скоро школа от золотых продавцов. Я вот сама лично тоже очень жду эту школу, потому что личный объем, так, у нас есть такое понятие, личный объем, сколько мы сами продаем. Я, конечно, хорошо делаю личный объем, но есть и те, кто делает намного лучше меня. И я очень жду вот это событие, это будет 17 числа. И также очень сильно жду еще одно событие. У нас в этом месяце 2 дня подряд была высшая школа менеджмента от Виктории и Алексея Чурсиных. Все, наверное, знают, кто они такие. Они наши наставники. Они не только наши наставники, они наш пример, они наши, вот мы хотим подражать им. Они, не знаю, даже слов нет описать их. Они очень хорошо зарабатывают деньги, они зарабатывают такие деньги, которые нам когда-то и не снилось, и они учат нас всему, каждое их слово. Вот если, например, Виктория Чурсина пишет мне в начале месяца какое-нибудь одно предложение, хотя бы там спрашивает, какие у меня, например, цели, у меня появляются крылья, и я целый месяц прям как взрыв, так работаю, как ракета. Реально это так, поэтому продолжение этой школы, так скажем, у нас школа мастеров будет в начале сентября. Туда попадут у нас все менеджеры в квалификации мастер и выше. Эта школа уже будет в онлайн-формате. Я всех жду в этой школе тоже. И хочу сказать, если бы я пришла в НЛ для дополнительного заработка, не слушала бы, если я Резду Наилевну, когда она мне говорила про второй источник дохода, сейчас моя зарплата была бы вот реально, может быть, даже и 10 тысяч. Но сейчас у меня зарплата в 25 раз больше, 250 тысяч в месяц, это уже стабильно, пока стабильно растущий доход. И всем желаю этого, все могут. Мы всему всех научим, все покажем, прям вот просто не сомневайтесь в себе и учитесь. Когда вас обучают, надо учиться. Вот так вот. Следующий спикер, я хочу представить еще одну девочку. Она из города Йошкар-Олы. У нее там вот наставников нет, офис, по-моему, есть маленький. Она вдали от наставников, хочу сказать, вдали от Казани, уже закрывает хорошие квалификации. Красавица, умница Рузия Кадырова. Всем добрый вечер. Спасибо большое, Рамиля, за то, что так меня представила. Меня зовут Рузия Кадырова. Я из Республики Марий-Эл, мамочка в декрете. И моя сегодняшняя тема – это бизнес без вложения. Многие из нас, когда слышат слово «бизнес», представляют огромное вложение. Бизнес бывает у нас 3 видов. Это традиционный бизнес, интернет-бизнес и сетевой бизнес. Традиционный бизнес у нас требует много вложений. Это нужно арендовать помещение, закупить товары, нанять людей, платить им зарплату и много других расходов. И не каждому человеку такой бизнес по плечу. На сегодняшний день я прям с уверенностью могу сказать, самым беспроигрышным, без рисков у нас является сетевой бизнес, так как здесь может состояться любой, независимо от возраста, от профессии,
от социального статуса. Почему же я вот выбрала именно нашу компанию, компанию НЛ? Наша компания, она стабильная, на рынке почти 20 лет. Компания российская, для меня то, что тоже очень имеет большое значение. У компании свое производство, и есть у нас сертификаты качества мирового уровня. То, что мне здесь нравится в нашей компании, компания нам предоставляет все условия для начала развития бизнеса. Это востребованный продукт. За качество продукции у нас отвечает сама компания. Логистика, удобные сервисы. Компания сама открывает магазины и офисы по всей территории России. Только по территории России у нас более 300 магазинов и офисов. То, что в традиционном бизнесе требует больших затрат, наша компания все предоставляет нам это бесплатно. В офисах мы работаем, проводим встречи. Даже если я с утра до вечера буду работать в офисе, то я ничего не буду платить. Компания все расходы берет на себя. Извините. Налоги также платят наши вышестоящие наставники, так что здесь у нас все честно. Когда я пришла в компанию, я купила себе продукцию, получила очень хороший результат, так как продукция реально качественная, хорошая, и начала здесь строить бизнес. В нашем бизнесе, даже если мы тратим деньги, то мы тратим на себя. Ты берешь продукцию, инвестируешь деньги в себя, в свое здоровье, так как в магазинах НЛ экопродукция, которыми мы пользуемся каждый день. Все мы чистим зубы, моем голову шампунем, умываемся, кушаем, пьем чаи, и за это еще компания нам платит деньги. Мы пользуемся сами продукцией, рекомендуем людям, и за это получаем деньги. НЛ – это у нас умный магазин для умных людей. Также у нас проводят много событий. Как уже ранее говорили наши девочки, много бесплатных обучений. И вот 17 августа я с нетерпением жду вот события от золотых продавцов очень сильной команды Гульназ Асаевой. И мы вот с моими менеджерами очень работаем на это событие. И также с новичками, которые придут в нашу команду, мы будем работать на это событие. Благодаря этому событию мы получим инструмент, очень хороший инструмент продаж, как делать личные большие объемы. Так что приходите в нашу дружную, сильную команду, и мы с первых дней начнем с вами работать и будем вместе зарабатывать. У меня все. Спасибо большое, Рузия. Тебе очень хорошо раскрыла тему, рассказала о себе. Сейчас хочу слово предоставить человеку, в первую очередь человеку с большой буквы, бизнесмену, гордости нашей структуры Марату Фазлыеву. Он раскроет нам тему, как создать многомиллионный бизнес. Марат, давай, мы тебя слушаем. Тебе слово. Да, Файда Люсупова, спасибо. Благодарю. Друзья, сижу, читаю комментарии, слушаю наших спикеров, да. Очень интересная ситуация. Здесь в нашем эфире сейчас находится большинство людей, которые зарегистрированы, возможно, они еще не активировались, и большинство из них, наверное, менеджеры. Есть, наверное, люди, конечно, тоже, которые интересуются на данный момент. Смотрите, по поводу, вот если честным быть, по поводу заработков, да, интересно, задали мы вопрос, например, в какую зарплату вы верите и сколько хотели бы зарабатывать. Кто-то пишет 250, кто-то 300, кому-то 25-30, мендажитер идеали де бьяза, кто-то. Друзья, самый интересный комментарий, знаете, я этому человеку не знаю, подарил бы несколько пиви даже. Ай сайын келіп тұрса деп язды. Алина. Суть ведь действительно в этом. Если ежемесячно эти деньги будут приходить, вы вдумайтесь, да?
Большинство людей чем страдает у нас, почему у людей нет доверия работодателю какому-то, какой-то компании. Сейчас ведь многие люди работают в частной компании, государственные компании, они много не платят, на них тоже особо доверия нет. Для прожиточный минимум, как бы прожить на эти деньги государственные, ну, сложно будет. Поэтому, друзья, очень немаловажно, вот каждый месяц, если приходят деньги гарантированные, это самый первый, наверное, то, что дает человеку спокойствие. Неважно, 25, 30, там 50, 100, зато человек будет уверен уже знать, что у него на следующий день есть на что покормить семью, так говорить, и покрыть свои какие-то затраты. Следующий момент, друзья, вот те, которые сейчас не зарегистрируются еще не в бизнесе НЛ, я открыто хочу сказать, друзья, чего люди ждут, пишут какие-то комментарии, да, разного рода комментарии, от чего зависит ваш выбор. Согласитесь, кому-то сказать можно хоть 10 раз послушать такой эфир, хоть 100 раз, ему не зайдет, ему не согласится с этим. Надо быть честным перед самим собой, надо задавать какие вопросы, какую цель я преследую, смотря этот эфир, для чего мне это надо, зачем я слушаю этих людей, которые зарабатывают там 200, 250, 300, не знаю, под миллион деньги. Ну зачем слушаю? Честно надо отвечать, честно надо работать над возражениями, над своими конкретно. За вашу жизнь никто не ответит, друзья. За вашу жизнь отвечаете только вы, ни сосед, ни друг, ни родственник. Поэтому расстраиваться на что-то или что-то, если непонятно, как-то работать над этими вопросами. Так говорить. Мы этот эфир создали для того, чтобы просто рассказать вам, как-то раскрыть тему этой компании, бизнеса. Я сейчас могу часами рассказать о традиционном бизнесе, но я почему-то здесь сижу и рассказываю. Мы не, я вам скажу, мы не телеведущие какие-то, чтобы было у нас все классно, все идеально, рассказ какой-то, да, но мы хотим донести до вас суть. Те люди, которые сейчас думают, регистрироваться или нет, нужна мне эта компания или не нужна, друзья, вы об этом узнаете только войдя в эту компанию и поработав. Сейчас вы принять можете решение только основываясь на наших словах. Доказательства. Сколько людей доказали вот этот заработок, что можно и 30 зарабатывать, и 50, и 100. Сколько еще можно об этом говорить? Так говорить. Весь интернет, многие люди об этом знают, наблюдают. Я сегодня разговаривал с одним человеком, я 2 года наблюдаю, кто-то 1,5 года. Сколько еще будем наблюдать, да, если вы не зарегистрировались? Почему не попробовать? Без вложений. Были бы люди среди вас, которые сейчас вложили миллионные деньги и не вернули, или не знаю, каким-то образом возвращали эти деньги в традиционном бизнесе с огромным трудом, с огромными с потерями, сколько нервов, да, бессонные ночи, я бы с вами, конечно, вы бы это решение приняли очень быстро. Просто многие люди вперед не могут еще смотреть, как-то завтра, что будет, через год, через 2 года, у них нет определенного плана. Где же будет, как же он будет, на что он будет жить, как он будет жить и на что он сейчас опирается, какие у него на сегодняшний день гарантии. Вот о чем хотел я сказать. Поэтому, а тем людям, которые уже регистрацию прошли, эти люди, возможно, сейчас на стадии, которой надо пройти активацию, так говорить. Есть у компании определенные небольшие условия, чтобы человек, приходя в бизнес, он осознавал, понимал, что он входит в бизнес, огромный бизнес с огромным потенциалом, миллионным потенциалом, представляете, в несколько миллионов даже. Просто вы пока этого не знаете. Поэтому активация вот эти 70 PV, которые надо делать, это мизерные вложения, которые вы можете в перспективе получить. В конце концов, друзья, это сделано для того, чтобы была какая-то ценность. Представляете, если мы сейчас бизнес будем вести, те люди, которые просто прошли регистрацию, у нас был бы такой огромный поток. Каждый день люди приходили бы, регистрировались, уходили, делали, не делали. Понимаете? Человек должен иметь какое-то бесплатное образование, поэтому не ценится. Люди же не хотят действительно бесплатно, он же не вложил в это деньги, поэтому он обесценивает все. Человеческая сущность привык обесценивать абсолютно все в своей жизни.
Кому-то не хватает 10 тысяч рублей, кто-то неблагодарен, то, что он даже зарабатывает огромные деньги в компании НЛ. И есть и такие люди, потому что они пока еще не понимают, они не осознают, что это у них, это просто, возможно, даже чудо как-то. Они попали в эту компанию, у них жизнь так сложилась, они должны за это благодарить, реально. Благодарить наставников, да, кто его пригласил. Возможно, опять же, кто-то еще не понимает, что тот человек, который его пригласил в этот эфир даже или в эту компанию, он сделал огромное одолжение этому человеку. Я вам не серьезно говорю. Потому что, попав в эту компанию, но при условии продержаться несколько месяцев, пока вы получаете какое-то образование здесь, получаете полную информацию, впитываете, только потом вы будете способны оценить вот это приглашение. Сейчас в течение недели, хоть на каком вы не были уровне, да, в течение недели, месяца вы не успеете осознать все это. Конечно, есть люди, которые сразу понимая приходят, полагаясь на какие-то аргументы. Вот я аргументировал себе перед переходом в этот бизнес, у меня несколько основных было аргументов. Первое, понятное дело, когда речь идет о бизнесе, то это идет о заработке, насколько я могу здесь подняться, сколько я могу зарабатывать деньги. Следующий аргумент для меня это был, какая продукция и будет ли оно являться спросом. Будет ли спрос на эту продукцию, но это опять же доказали до меня. Структуру азатов алсуфазлывых продали в марте, если не ошибаюсь, на 18 миллионов товарооборот сделали. Представляете, структура, состоящая из 70-100 человек, максимум активных менеджеров, продают на 18 миллионов. Это для предпринимателя огромная сумма, огромный товарооборот, которые не могут 70-100 человек сами съесть, куда-то складировать, дом там, не знаю, в гараж, свой подвал. Это нереально, друзья. На 18 миллионов никто не купит, если не будет спрос на эту продукцию. Третий аргумент. Это не просто продукция, да, то, что спрос есть на эту продукцию, а именно основа на здоровое питание. Это более чем актуально ежегодно актуальность только растет на эту продукцию. Поэтому, друзья, все, кто сейчас, неважно, независимо на какой стадии находится, я вот эти слова хочу сказать, именно донести, чтобы действительно люди поняли. Действительно, мы сидим не просто так для вас рассказываем, мы хотели бы видеть вас в нашей компании, в нашей команде. Неважно, кто вас пригласил, это одна единая команда. Если мы друг друга, здесь суть в том, что поддержка друг друга. Мы поддерживаем друг друга, рассказывая другим людям, всем делясь информацией, своим опытом. Что касается конкретно моей темы, многомиллионный бизнес, да, возможно, мы не просто так спросили людей, сколько вы хотите зарабатывать здесь, в какие суммы вы верите. Иногда бывает такое, что вот люди написали 250-300 тысяч, но это не факт, что все люди этому верят, что можно зарабатывать. Друзья, ставьте себе цель, сколько вам действительно заходит, какая сумма. Пускай это для начала будет 20 тысяч, 10 тысяч, 30 тысяч рублей. Вы это сделаете, вот этот порог, перейдите, вот это сделайте, решите вот эту задачу, потом вы поверите и в 50, и 100. Таким образом, здесь самая высокая цена этому бизнесу – это нарастающий бизнес, это нарастающий оборот ежемесячно. Каждый месяц у нас показатели немаловажно. Каждый месяц прирост товарооборота около 40-30%. Ни в каком бизнесе такого нет. Ни в каком бизнесе. Посмотрите, экономика России, экономика страны, не знаю, тот же самый «Газпром», не знаю, Татнефть. Посмотрите, сколько там прирост прибыли, не знаю, товарооборота, насколько это увеличивается. Это огромный показатель. Поэтому, друзья, миллионы здесь также есть. Миллионы также есть. Вот представьте, еще одну вещь только скажу. Что касается пассивного дохода, мы говорим, да, у нас уже девчонки рассказали об этом. Пассивный доход, друзья, пассивный доход, если даже вы будете в дальнейшем работать, пускай вы доходите до этого уровня через год, пускай это будет через 2, вы дойдете до пассивного дохода. Доходя до определенного уровня, друзья, вы уже, если даже уйдете из этой компании или там будете более пассивно участвовать в товарооборотах, да, так скажем, вы не упадете определенного
заработка, у вас этот заработок навсегда останется при вас. Вы эти деньги будете получать. Представляете, если вы будете получать, за 2 года вы можете несколько квартир купить? Задумайтесь, можете или нет. Вот именно безопасность этого бизнеса, то, что вам обеспечит через год, через 2, через 3 и в дальнейшем в вашей жизни, это даст ту возможность, которую как будто вы купили несколько квартир и сдаете эти квартиры. Вы этот пассивный доход, здесь оно называется остаточный доход, вы будете получать в любом случае. И не это ли все-таки, не к этому ли мы хотим идти? Вопрос еще не в величине получения даже зарплаты ежемесячно. Мы не хотим даже вот сегодня, завтра получить какие-то миллионы, возможно, да? Но представьте, какая безопасность. Что вы будете получать потом, как вы спокойно будете жить, зная, что завтра, на следующем месяце у вас какие будут деньги. Вот, это основное. И много, друзья, еще вам совет. Посмотрите, те, кто уже в нашей команде, посмотрите других лидеров. Изучите историю других лидеров, которые были в этой компании, за какой период они достигли, каких результатов. У нас очень много в компании миллионеров не с 1 миллионом рублей, поймите. У нас очень много людей, которые по несколько миллионов в месяц зарабатывают, молодые ребята по 30-40 лет, там 20 чем-то даже есть лет. Они достигли этого уровня несколько миллионов выше за 3, 4, 5 лет. 3-4 года у всех у нас пройдут так или иначе. Но мы можем оставаться на той работе, которую не любим, на той работе, где нам мало платят, но можем сейчас решить, принять решение и прийти в эту компанию, начинать строить свою команду любимую, да, и создавать тот бизнес, который хотим, который приведет нас к нашей цели, к нашему видению. У меня, наверное, все. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, конечно, пишите, будем рады. Спасибо большое, Марат, спасибо. Очень хорошо ты нам раскрыл тему. Сегодня мы постарались вам раскрыть темы самые актуальные на сегодняшний день. Это только часть нашей структуры, часть наших менеджеров, нашей действительно мощной, самой сильной структуры не только в Татарстане, но и в России в целом. У нас на самом деле работают менеджеры разного возраста, разного статуса. И все менеджеры, которые живут в разных городах. И вне зависимости от того, что они разновозрастные, да, разного статуса, все мы между собой ладим, дружим и очень эффективно работаем. Менеджеры нашей компании живут от события к событию. На самом деле очень интересные события проходят в нашей структуре. Все идеи событий идут от наших лидеров Азата и Алсу Фазлыевых. Как вот выше наши лидеры говорили, что действительно 17 августа для менеджеров, которых сделали 200 PV, мы будем проводить школу золотых продавцов. Лучшие из лучших в истории НЛ будут вам давать свои фишки, рассказывать свои личные истории. Вообще, конечно, я удивляюсь, честно говоря, этим людям за их результаты и горжусь, что на сегодняшний день работаю в такой сильной команде. И это не только башкирская структура. Есть структуры у нас в разных городах, и в Татарстане, и в Поволжье, и Екатеринбург, и Ижевск, и Ишкарала. В разных городах и живут, и работают наши менеджеры. Да, действительно, кроме того, что наши вышестоящие непосредственные лидеры нам организовывают обучение, также обучение проводит нам и Алексей с Викторией Чурсиных. Как мы тоже выше говорили, они нам в начале сентября проведут школу мастеров, однодневная школа, полноценная, очень
очень мощное преподавание, конечно. Вот я сама приехала, 2 дня была, у меня просто голова взрывалась от потока информации. Сейчас, конечно, я все укладываю, все опять повторяю. То есть здесь мы развиваемся. Что я хочу сказать? Вот я даже пришла на продукт в данную компанию. Для меня партнерство с компанией NL International является не основным источником дохода, как Гульсам Маликовна представила. Я работаю в вертикально интегрированной компании города Ульяновска. Что хочу сказать? Несмотря на свою очень большую занятость, я с удовольствием работаю в партнерстве с компанией NL International. И на сегодняшний день мой чек составляет 110 тысяч рублей. 2-3 часа каждый день я удивляю работе в партнерстве с компанией NL International. И для меня это очень хороший результат. На самом деле здесь, наверное, нужно подумать, для чего вы приходите в нашу компанию. Да? У нас же всегда с вами 2 мотивации. Это здоровье, наше благополучие, благополучие наших близких, родных и, естественно, финансовая свобода. Вот эту финансовую свободу на сегодня вам может дать динамично развивающаяся компания NL International. Несмотря на мировой кризис, в нашей компании идет выпуск новой продукции, усовершенствуется наш маркетинг-план. То есть здесь все сделано для людей и все сделано за людей. Вот вы сегодня задумаетесь, там, где вы работаете, есть такие условия? Я думаю, что нет. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас в нашу структуру Азата и Алсу Фазлыевых. Если на сегодняшний день вы являетесь менеджерами компании, то вы в правильное время и в нужном месте. Просто действительно здесь у нас очень интересная и активная жизнь. Мы даем возможность людям зарабатывать. Наше предложение на сегодняшний день очень ценное. Мало того, что мы даем возможность людям зарабатывать, да, мы делаем благие дела. Мы проводим профилактику здоровья наших клиентов, улучшаем качество жизни. Ведь концепция нашего бизнеса – это улучшение качества людей. На сегодняшний день это вопрос номер 1 в компании. И девиз компании – не навредить. Спасибо вам большое, что вы уделили время, прослушали наш марафон. От менеджеров компании ждем обратной связи в обязательном порядке, в принципе, как у нас и заведено. Тем людям, которых пригласили и которые зарегистрировались, чтобы посмотреть наш марафон, я желаю, чтобы они приняли правильное решение. Если вы примете решение, мы с удовольствием вас возьмем в нашу дружную семью. Сейчас я слово предоставлю Галисе Маликовне Ахуновой. Этот человек тоже очень интересный. Вот ее, наверное, никто не представлял. Это учитель всех учителей, всех наших лидеров. Лично для меня она очень многое сделала, очень многому обучила, хотя она и не является моим непосредственным наставником. То есть здесь такая дружная компания, независимо, у кого ты в первой линии, там, во второй, в третьей, тебе все помогут. Здесь люди, конечно, у нас очень добрые, очень отзывчивые и очень доброжелательные. Все, у нас здесь нету конкурентов. У нас здесь вот огромная, действительно огромная дружная семья. Гульсам Маликовна, вам спасибо за все. Вы нас очень
мощно всех обучаете, всех наших менеджеров. В участии каждого менеджера, ваше участие есть достижение каждого менеджера нашей структуры. Это ваша частичка здесь обучения и ваших наставлений. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Спасибо, Фарида Ильдусовна, очень приятно. Я вот сегодня смотрю, и прям, вы знаете, у меня такое наслаждение, мне так приятно, что столько народу, во-первых, зашли. И вот основная масса, которой это мероприятие, вот именно наш канал был интересен, они сегодня были с нами. Вы знаете, на самом деле наша компания дает огромные возможности человеку. И самое главное, вот я всегда говорю два параметра. Наша компания дает человеку здоровье. Это, как наговорили наши спикеры, это наши БАДы, это наши коктейли, это наш продукт здоровья и финансовую свободу. Если у человека вот этих двух конкретных вещей будет, то человек, конечно, будет счастлив. Это раз. Также, как уже говорили спикеры, но я повторюсь, в нашей команде, структуре АЛСУ Азата Фазлыевых, под руководством нашей Резида Наилевны, нашего вышестоящего наставника, у нас проходит самое мощнейшее обучение. Такое обучение только в нашей структуре. Наши менеджеры, приходя в первый же месяц, могут выйти на доход от 8 тысяч рублей. Все зависит от человека самого. Поэтому, что хочу сказать, каждый доход, вот если сказать о доходах, доходы наши менеджеры получают хорошие. Мой доход вот за 2 года работы составляет 350-400 тысяч. И это не цифры, взятые с потолка, понимаете? Эти цифры – это наш труд, это наша заслуженная победа над собой, во-первых. И, конечно же, наше доверие к нашим наставникам. Если вы сегодня смотрите нас, значит, вы пришли к нам на доверие. Вы пришли к тем, кто вас пригласил. И тот человек будет вести вас уже от начала до конца за руку. И вы выйдете на доход. Это не сложно, это не трудно. Самое главное в нашей работе – это включенность. Включенность в этот бизнес, в бизнес NL International. Нужно просто полюбить продукт и слушаться наставника. Это раз. Менеджеры нашей команды получают, как уже говорила, от 8 до 150 тысяч. Есть те, которые получают больше 1 миллиона. Есть те, которые получают больше 100. Наши спикеры сегодня, конечно, не озвучили свои чеки, но эти чеки вы можете посмотреть в соцсетях. Мы всегда в день зарплаты 2-3 числа выставляем свои зарплаты. Мы показываем людям, что здесь можно зарабатывать, здесь можно получить финансовую свободу. И это круто. И когда человек видит, что каждый месяц менеджер, работающий в компании, получает какую-то зарплату, ему становится интересно, и он приходит, если, конечно же, хочет улучшить свое финансовое состояние. Еще раз спасибо всем, что вы сегодня зашли к нам на наш канал, посмотрели нас. И мы, конечно, ждем всех 17 числа на наше следующее событие, я так скажу, да, на наше следующее событие. Там можно будет получить очень крутые инструменты по продажам. Как продают наши золотые продавцы, как они делают большие, мощные объемы. Но для этого нужно в течение 5 дней, до 17 числа у нас еще есть 5 дней, сделать 200 PV. 200 PV – это значит продать примерно на 25 тысяч. За 5 дней человек, желающий пойти на такое обучение, сможет продать за 3-4 дня 200 PV. Это 25 тысяч, еще раз повторюсь. И поэтому, дорогие друзья,
Если вы хотите быть в нашей команде, давайте дружно работать, улучшать материальное состояние, улучшать свое здоровье, здоровье родных, близких вам людей и строить, конечно же, бизнес, онлайн-бизнес, сетевой бизнес. И вы не пожалеете. Всем добра, всем здоровья, до свидания. Спасибо, что были с нами сегодня.